Южносибирская раса. Южносибирская раса может, опять же, ввести в заблуждение своим названием, потому что до некоторого момента Южной Сибирью назывались Казахстан, Киргизия и даже Средняя Азия тоже. Вот. Но с тех пор понятие Сибири поменялось, а название расы так по-прежнему и осталось. То есть оно нам вот где-то там с начала 20 века или там чуть ли не с конца 19-го приехало. В отличие от многих других рас, происхождение южносибирской расы изучено очень хорошо. То есть это, наверное, вообще самая хорошо изученная раса из всех, какие только есть. В силу того, что как минимум с бронзового века люди здесь занимались скотоводством, хранили друг друга в курганах, сохранность там идеальная, климат сухой, и археологи тоже хорошо поработали. Поэтому, начиная с 19 века и до сейчас, раскопаны тысячи курганов, еще тысячи не раскопаны, и они представляют последовательность временную от бронзового века до современности. Ну, правда, более древних, чем бронза, там мало, но, в принципе, формирование расы с бронзы как раз начинается. И поэтому мы чудесно знаем, как они сформировались. То есть мы про них прям все чудесно знаем. И мы знаем, что на этой территории степной, то есть Казахстан, Киргизия, Алтай и почти до Байкала, в бронзовом веке, как минимум, жили типичные образцовые европеоиды. Такие прям натюрлих европеоиды, очень массивные, такие тяжеловесные. Ну, если бы сейчас такой живой был, то его бы, скорее всего, отнесли к балкано-кавказской расе. Ну, как я думаю. Ну, понятно, что это в тот момент не была еще в таком виде, вот балкано-кавказская раса, как она сейчас есть. Все-таки это было там 4000 лет назад. Но похоже. То есть такие южные европеоиды, массивные, тяжеловесные, с крупным надбровием, с вытянутыми головами, с очень резко выступающим носом, с горбинкой, с выпуклой спинкой носа. И вот все эти степи они занимали. В раннем Железном веке, примерно с 8 века до нашей эры, начинаются подвижки в обратную сторону, с востока на запад. Причем по курганам это прям вот очень красиво видно. То есть есть могильники ранние, если бронзового века, где все чистые европеоиды, и без вариантов. Потом появляются могильники, где все чистые европеоиды, но парочка погребений такие хорошие, чистые монголоиды, такие образцово показательно, прямо только что из Средней Азии прискакали на конях, померли, их закопали. Значит, потом появляются могильники, где все европеоиды, но несколько явно метисов смешанных, у которых там 50 на 50, причем видно прямо, что это метисы, потому что у них может там немножко асимметрия быть и какое-то такое мозаичное сочетание признаков, ну, как часто у метисов бывает. Вот. И потом вот этот градиент монголоидности, там, в чем его не выражать, а даже были специально разработаны всякие математические методы его оценки по уплощенности лица, там, по выступанию скул, там, по высоте глазниц и так далее, и так далее. Монголоидность все время усиливается. То есть начались перекочевки из Центральной Азии, гунны, тюрки, голубые тюрки, кыргызы, уйгуры и, в конце концов, там всякие татаро-монголы, нагайцы, калмыки. Ну, в основном на татаро-монголах все это в основном закончилось. И где-то в веках с 14 по 16 все это занивелировалось до такой степени, что можно уже говорить о готовой, сформировавшейся южносибирской расе. То есть где-то века вот с 14-16 они достигли уже однородности, когда уже вот это не метисы, а они прям все реально друг на друга похожи. И причем, поскольку это были кочевники, которые без конца кочевали, перемещались с места на место, то в Казахстане, например, они занивелировались до такой степени, что современные казахи разных районов Казахстана друг от друга практически не отличаются. То есть это прям вот много раз пытались специально антропологи, причем они их хорошо изучали много раз, и пытались хоть какое-нибудь отличие в среднем найти. То есть на лица-то, понятно, они там все разные, индивидуальные, а когда средние начинаешь считать, они все прям в одну точку собирают и вообще ничем не отличаются. Ну и если там какие-то слабенькие тенденции удается уловить, то все радуются. Вот, но обычно не удается. Южнее вот этой степной зоны подвижной в Средней Азии, то, что у меня вот на первой карте было указано как раса среднеазиатского междуречия, и то, что вот здесь, собственно, мне изображено, ситуация была немножко другая. Потому что в Средней Азии, с одной стороны, есть тоже группа кочевников, вот, но там как раз некоторые из них сохранились в более-менее исходном варианте, и современные туркмены, например, они вполне себе, ну, в большинстве
своем, по крайней мере, достаточно такие образцовые южные европеоиды, индосредиземноморские и, в общем, ну, как бы индоафганский тип, в общем, ничем особо и не отличаются там, от тех же афганцев. Вот, хотя некоторые группы туркмен монголизировались слегонца, вот, но так тоже не очень сильно. А земледельческое население, оно привязано к оазисам. В Средней Азии там все-таки пустынная засушливая территория, и земледельцы, они сидели либо в горах, в ущельях, либо на равнине рядом с реками в оазисах, либо в больших городах укрепленных, ну, тоже на реках и тоже в оазисах. Поэтому, когда вот эти волны кочевников в Центральной Азии сюда стали приходить, то кочевые группы, некоторые откочевали еще дальше на юг, как туркмены, да, и там так и остались. Другие немножко монголизировались, или немножко монголизировались, как вот часть туркмен. А земледельческие группы по-разному. Те, которые сельские группы, они чуть в большей степени монголизировались, а которые городские в гораздо меньшей степени. Ну и тут уже тоже нет привязки к народам, то есть нельзя сказать, что, допустим, все узбеки более монголизированные, чем таджики, например, да. Так не получается. А в каждом народе среднеазиатском есть конкретные популяции, у одних европеоидности больше, у других меньше, ну, у других, соответственно, больше монголоидности. И они распределены в совершенно шахматном порядке. Единственная тенденция, какая есть, это то, что горные популяции, они большей частью остались более европеоидными. Хотя вот киргизы, например, уж куда более горные, и тем не менее они вот как раз монголизировались основательно. То есть тоже как бы тут такая тенденция слабенькая. А условия вот на местах, они зависели от каких-то сиюминутных особенностей. То есть какой отряд пришел, какой толщины стены у них там стояли в этом городе, там политическая ситуация, торговая, там какой год был засушливый, незасушливый, там была ли надобность у них куда-то там высовываться, или там кочевники, насколько там злые были в этот момент. И от этого уже зависит то, что одни группы больше, другие меньше. И, как я сегодня уже упоминал, в итоге Средняя Азия – это вот третий, ну, один, вернее, из трех центров сложности антропологической на территории всего Советского Союза, вместе с Поволжьем и Кавказом. Поэтому вот эти варианты, которые здесь выделены, узбекский и уйгурский, они довольно-таки условные. И названия не надо воспринимать как слишком буквальные, потому что часть узбеков, они достаточно такие хорошие европеоиды, часть уйгуров, они, собственно, тоже европеоиды вполне себе индосредиземноморские, там тоже, собственно, будет уйгурский вариант, но только южных европеоидов. И причем даже внутри самих этих узбеков и уйгуров нельзя сказать, чтобы там одни были, скажем, более северные, другие южные, там западные, восточные. То есть это вот так вот в шахматном порядке. Ну, в Казахстане гораздо более внятно все, потому что, как я уже говорил, в Казахстане все усреднилось довольно основательно. И казахи, это, можно сказать, такой центр, ну, по численности, по крайней мере, южно-сибирской расы. Хотя не только казахи, потому что есть еще каракалпаки, которые вот у меня внизу фотографии последние три. Каракалпаки, кстати, тоже такой загадочный народ, потому что, с одной стороны, их несколько миллионов, ну, в принципе, по численности очень даже большой народ. А с другой стороны, как-то нигде никогда про них не слышно, и вроде как бы вроде и нет, а на самом-то деле их много. Вот. Но антропологически, в принципе, они от казахов не сильно отличаются. Их изучали, тоже про них известно. Ну и, собственно, признаки южносибирской расы на примере как раз казахов западного типа. Промежуточные между европеоидами и монголоидами, практически ровно пополам. Но в последнее время, ну то есть последние это там не 20 лет, а 200 лет примерно последних, все-таки они, видимо, перешагнули градиент вот этот 50% в сторону монголоидности. То есть до этого они были как бы чуть более европеоидные, чем монголоидные, теперь чуть более все-таки монголоидные, чем европеоидные. Поэтому если сравнивать с абстрактными средними уралоидами, которых в природе на самом деле нет, ну так, усредненными уралоидами, то южносибирская раса получается в среднем вроде бы чуть более монголоидная. Что выражается в том, что волосы здесь все-таки чаще черные и жесткие, чем светлые, волнистые и мягкие. Хотя бывают тоже и русые, там разной степени русости, но чаще все-таки черные и жесткие. Лицо высокое, здесь как раз высоколицые европеоиды смешались с высоколицами монголоидами и получились промежуточные южносибирцы с высокими лицами. Нос чаще слегка выпуклой спинкой носа. Ну, такой достаточно сильно профилирован для монголоидов.
но все-таки намного меньше выступает, чем у европеоидов. Ну, тем более, если сравнить с тем, что было в самом начале, в бронзовом веке, потому что там носы были страшное дело, просто торчали вперед. Вот. Сейчас резко уменьшились, но по сравнению с монголоидами тоже сильно выступают. Все остальные черты, упрощенность лица, проценты пикантуса, там все остальное, практически вот ровно посередке между европеоидами и монголоидами. Рост бороды усов тоже, там все такое. Но если казахи внутри Казахстана, в принципе, все похожи, то дальше на восток градиент монголоидности нарастает. И, соответственно, восточный тип – это в основном киргизы, хотя тоже киргизы, там разные группы немножко отличаются. Но Киргизия не такая прям большая, чтобы там большого разнообразия можно было быть. Вот. И у киргизов немножко монголоидности побольше, чем у казахов, но тоже, допустим, женщина со светлыми глазами, вот, и не таким уж прямо супер упрощенным лицом. Ну, рост бороды усов у них чуть поменьше. Хотя тоже на фоне центральноазиатских монголоидов все-таки они как бы не сильно монголоидны. И еще дальше на восток Алтай-Саянский тип. Это Южный Алтай и частично Тува, вот, где все это плавненько переходит уже совсем монголоидов. С точки зрения европеоидов, опять же, алтайцы могут выглядеть как такие вполне себе вроде бы монголоиды. Но вот здесь вот, Хакас, например, с довольно основательным ростом бороды усов, с волнистыми волосами. Ну, цвет здесь не очевиден, понятное дело, на черно-белой фотографии, но из статистики мы знаем, что довольно регулярно бывают светлые волосы. Ну, так, не часто, прямо скажем, там, меньше половины заметно, но бывают тоже. И с точки зрения таких true монголоидов, китайцев, например, он вот совсем не выглядит как европеоид, поэтому как монголоид в смысле. Откуда растут ноги у всяких китайских летописей про то, что где-то на Западе, ну, в Центральной Азии, то есть, как раз на запад от Китая, живут рыжебородые варвары. Потому что вот как бы рыжебородый варвар, у которого борода по китайским меркам запредельно гигантская, и который очень светлый по китайским меркам. Потому что у китайцев цвет волос и глаз максимально темный по миру вообще, то есть чернее волос и глаз уже не бывает, чем у них. И в китайском языке, насколько мне известно, есть такой замечательный иероглиф, который обозначает цвет, который, ну, как я понимаю, лучше всего переводить как не черный. А в оригинале его переводят, я специально в словаре даже смотрел, как коричневый, желтый, светлый, белокурый, и там уже дальше фантазия, как бы вот сколько кого хватит. Вот, поэтому в зависимости от творчества переводчика, описание вот этих людей получается от рыжих до белокурых. Вот, а потом, когда кто-то из европейцев читает уже даже и не оригинал, да, переводит, а перевод перевода, еще на какой-нибудь другой язык европейский, то возникают белокурые популяции в Центральной Азии, которые вот прям совсем светлые, которые какие-то мега бородатые. Ну, потому что если китайцам верить, там, ну, у китайцев минимум бороды вообще в мире, поэтому там чего не вырастет, все бородатый. Ну вот, но на самом деле это вот примерно они.